Так. Если меня слышите, как не можем? Ну что ты хочешь? Что ты хочешь от меня? М? Краса моя. Краса моя. Краса моя. Что-то у нас с интернетом не пойми чего. Ой-ой-ой. Ну я же здесь. Что, моя золотая, что? Алло. Алло. Все читаю. Я здесь, я здесь, я здесь. Я здесь, вы слышите меня? Алло. Посиди спокойно. Посиди спокойно, мой кожаный нос. Да ладно. Что ты мне лапу даешь? Мы подключиться не можем. Ой-ой-ой-ой. Неполадки, да? А, вот, появились. У меня только сейчас появилось окно. Вот, вижу. Теперь вас вижу. Ничего себе. А у нас интернет не подключался, ничего не подключалось. Я поэтому сижу тут в ожидании. Да, да, я вас вообще не вижу. Ну нет, я вас и сейчас не вижу, но я даже не видела ваших приветствий. Мгм. Так, слава богу, подключилась интернет, потому что не было. Если меня плохо слышно, то вы говорите сразу. Я вот микрофон держу. Вроде теперь стараюсь поближе его держать. Всем здравствуйте, друзья, всем здравствуйте. Вот еще тут присела одна дамочка поздороваться с вами, потому что она ж не может быть незамеченная. Да? Ты тоже хочешь поздороваться? Нет, а что это тормозится-то? Что? Давай поздоровайся. Скажи всем здравствуйте. Не подлизывайся. Говори в микрофон. Здравствуйте. Наша якуточка. Да. Скажи, как ты себя чувствуешь? Хулиганишь? Не знаю, как тебя показать. Да. Ну что ты хочешь? Что? Вот. Она тоже с нами сегодня в эфире. Так, друзья, ну всем здравствуйте.
Да нет, я грустная, я грустная. Мне больше подходит название, что я очень грустная, я в печали и в непроходящих проблемах. Давайте тогда начнем по ушке, по состоянию ушки. Я знаю, что всех этот вопрос волнует, все переживают. Я ничего не могу сказать хорошего. В общем, ничего хорошего нет. Угу. Варечка, да, рыжая. Ну что, значит, состояние ухудшается. Ухудшается состояние. Мне прям, знаете, вот у меня руки опускаются, и я не знаю. Ты что, голову задрала? Опускаются руки, я не знаю, что сказать. Я каждый день спрашиваю, как. Дело в том, что еще ведь никто же не откликнулся ее взять на, ну, на доживание, что ли, вот, чтобы какой-то кров ей предоставить, чтобы хотя бы побольше, по вечерам с ней быть, например, да, с работы приходить в 7, и чтобы с ней быть, общаться. Нет. Или на улице вариант был оставлять, да, что недопустимо, или в пустой квартире. В 12 ночи выгуливают, и в 6 утра выгуливают, и она терпит столько времени. Вот. Ну, мне, наверное, бесполезно уже просить, кричать, что-то объяснять, как тяжело. Она не настолько страшная, она из нее нигде не льется ни гноя, ни крови, ни свещей, ни пролежней. У нее ничего страшного нет. Она очень милая, она очень приятная. Она просто чудесная. Ну, просто взять вот и поговорить вот с ней. У кого есть кошки, можно. У кого есть собаки привитые, тоже можно. Доброжелательные. Ну, так хочется, чтобы она дожила свой век вот в общении с человеком. Но никто не откликнулся. Поэтому я, в общем-то, наедине решаю проблемы, я их не могу решить. Меня только каждый день спрашивают: ты попросилась в пустую квартиру на день? Ты обещала, так как мы из клиники уезжали ночью, ты обещала, что за завтрашний день ты решишь проблему. Прошло уже, по-моему, 3 дня, да? 3 или 4 дня. Я не решила. Я обзвонила, кого можно обзвонить. Но все не хотят. Знаете, когда глаза не видят, то вроде и нет проблемы. Вот, поэтому, не знаю, не хочется прям даже ничего комментировать. Чувствуешь себя очень одинокой в таких моментах. Может быть, ей жить-то недолго, понимаете? То, что вот ухудшается состояние, это, наверное, означает, что, ну, она во сне уйдет, и я думаю только так, никак по-другому. Только очень прошу вас, не предлагайте мне какие-нибудь варианты нереальные. Сходить, побегать по врачам, по ветцентрам. Не надо этого делать. У нас какой-никакой есть опыт, и мы знаем, что ей ничто не поможет. Ей можно даже было МРТ не проводить. Вот врачи, которые хотят содрать с тебя денег, они могут пригласить, сказать: ну, привозите, посмотрим, капельницу, там чего-нибудь поколем. Это не тот случай, это не тот диагноз. Ни капельница, ни уколы, ни антибиотики, ни гормоны. Но понимаете, ничего, ни операция, ничего не поможет. Потому что я проходила это в январе 2017 года, я проходила это в 2018 году. Кстати, от 2018 года у меня собака с тремором живет по сей день. Про нее все забыли. Она на платной передержке, я ее оплачиваю.
Она переболела сама когда-то, где-то, мы не знаем. Я ее уже забирала с тиком, и она живет у меня на передержке по сей день. Только периодически напоминают: оплата, оплата. И никого нет в помощь к ней. Но она трясет, она просто трясет головой. Вот трясет вот головой, как маятник, чуть-чуть. Ну, когда гроза, сигнализация, сильный дождь, то у нее увеличивается, потому что это стресс. А так, когда спокойная, хорошая погода, и она тогда немножко потряхивает головой. А во сне вообще замечательно спит и не потряхивает. Они научились, такие собаки знают, как положить голову на пол, чтобы на голове упор на пол был, и голова тогда не трясется. Они это знают, да. И мы это все проходили, все это знаю. Тогда еще я разговаривала с разными светилами. Вот тогда я еще была, да, новичком. Я разговаривала, я просила, я умоляла, все что угодно, любые. Чего-то я не вижу. Я не вижу. Не увидела, простите, в окошечке что-то. Ну, доктор, который, вы знаете, вот доктора разные же есть. Есть доктора, которые, и мы это прекрасно понимаем, которые в таких случаях зарабатывают на пациентах, на хозяевах, на волонтерах. Они говорят: приходите, мы из вас покачаем денег, но потом скажем, что извините, ничего не обещали, и руками разведут. А есть, которые жалеют собак, которые работают не ради денег. Они сразу говорят: диагноз какой, симптоматика какая, и что вы хотите приехать ко мне. Ну, приходите, если вам хочется денег потратить, приезжайте. Я вам и так скажу: у вас то-то, то-то, вам не поможет ничто. Создайте ей спокойную жизнь, и пускай потихонечку живет, сколько проживет. Вот забыла фамилию, то ли Козлов, то ли Козловский тогда, за что я ему благодарна. Потому что я его очень сильно просила: сделайте что-нибудь, сделайте что-нибудь. Он говорит: милочка, что сделать? Ничего, это диагноз такой. А я знаю клиники, где говорят: приезжайте, приезжайте, заплатите много раз. Хотите по 4000, хотите мы вам еще там в мозгах поковыряемся, а потом руками разведем. Не надо мучить собаку, не надо. Пускай тихонечко живет. Если у вас еще есть желание принять ее в своей квартире, лучше всего, конечно, в доме, потому что упор на землю, у нее бы тогда не разъезжались ножки. Но в квартире она терпит, она не гадит. Поэтому она, если у вас будет там ковролин, ковер, она не написает. У нее просто не будут разъезжаться ножки. Она же умница. Поэтому я никого не уговариваю, я не прошу, я уже устала этим заниматься. Я понимаю, что я одна, и поэтому будь как будет. Вот. Так. Не знаю, если просить очень сильно, просить одну семью, но там сутки через сутки работает человек. А пока на сутки на работе, надо упросить еще мужа, чтобы он выводил. Если он будет выводить, но там строго за деньги. Строго за деньги. Семья хорошая, да. Семья хорошая, сердобольная, но бесплатно делать не будут. Они как-то решили для себя, что больше собак не заводят, но не заводят, не заводят. Все. Я уже и так, и сяк, и эдак. Я устала лезгинку танцевать перед всеми. И рассказывать, что это не так страшно, как кажется. А ее поглаживать вообще одно удовольствие. Вот положишь мордашку к себе на колени, и прям вот так бы часами и сидела с ней. Такая лапуля. Поэтому там ничего страшного нет. За деньги. Если будет за деньги, то это будет стоить 15 000.
И 5, примерно 1005 будет корм. 20 будет в месяц уходить. Но опять-таки мы не знаем, сколько она проживет. Неделю, 2 недели, месяц, 2 месяца. Не знаю. Не думаю, что полгода или год. Если договариваться о том, что просить их, чтобы муж и женой взяли их, то тогда нужна будет помощь в сумме 20 тысяч на ежемесячно. Если кто может без денег и за корм, ну, таблетки там мы купили, там таблетка особо нет, успокоишки такие. И корм, ну, это мы естественно купим. Это не будет вам в обременении там финансово, вы никак не будете затрачивать. Но что-то я не знаю, кого я уговариваю, как уговаривать. У меня, наверное, тоже же разные периоды наступает апатия. Сначала борешься, бегаешь, носишься, страдаешь, рыдаешь, потеешь. Все ипостаси я уже прошла, я опустошена. Понимаете, руки опущены, я опустошена. Наступает следующий этап. Мне уже будь как будет. Вот и все. Тем более, ну, нельзя это самое. Одному нельзя, знаете, горы свернуть. Так что вот так. Так, давайте теперь я расскажу по крошу. Крош. Господи, выговорить не могу. Крошек наш. Он, значит, у нас в стационаре. Врачи мне даже сейчас, по-моему, я с ними на связи, днем на связи, вечером они мне по состоянию пишут тут. У Кроша в целом все неплохо, кушает сам хорошо, я вам зачитываю. Гулять не очень любит, смущает ошейник с поводком. Сегодня перебрали общий клинический кровь. Есть положительная динамика по красным клеткам крови. Ну, видите, как хоть что-то у нас положительное. Сегодня переговорила с рентгенологом. Он осмотрел собаку. Есть подозрение, что это взрослый пес, но с патологией. Думаем, что у него карликовость. Боже мой. Возможно, с этим и связана шаткость походки. Ничего себе. Я тоже вот только получила, еще не успела, при вас вот зачитываю. Шаткость походки, припадание на задние лапки. По поводу рентгена. Так и не поняли, согласны вы или нет. Если согласны, тогда запишем к рентгенологу. Здрасте. Так это же я и просила вас сделать рентген. Он сделает это правильней. Ну вот, начинается мыло и мочало. Но есть вероятность, что на рентгене мы ничего не увидим, но в любом случае его нужно показать ортопеду. Ой, господи, ужас какой. Опять начинается. Что он карлик. Вы представляете, что может быть он взросленький, но он карлик. Я такого еще не сталкивалась с таким. Ну, это тоже прикольно, что он карлик. Но лишь бы только это не патология какая-то была. Я попросила сделать рентген, чтобы исключить или подтвердить, господи, тазобедренных суставов. Как же это называется? Дисплазия. Дисплазию тазобедренных суставов или рахит. Но рахит — это витамины, хорошее питание, это все решаемо. Тазобедренные суставы, ну, это тоже, в принципе, решаемо при желании. Там можно поменять суставчик. Ну, не знаю. Не будем загадывать. Я им тогда сейчас напишу, что... Ну, после стрима я им напишу, что, конечно же, делаем. Безусловно, делаем. А что ж не делаем? Мы же должны понимать, что у нас за собака, какая собака. Но он прикольный пес. Ну, что есть, то есть.
Ой. Да, вы знаете, вот у него мордаха такая широкенькая. Как-то я даже не могу понять, кого он мне напоминает. То ли маламутик, то ли и не чау-чау. Но, знаете, мне кажется, что... вот у него какая еще была проблема. Позавчера разговаривали. Он в туалет ходит камнями. Вот здесь, наверное, кроется вся проблема. Потому что ему нечего было есть. Видимо, он долго голодал, поэтому он ел какую-то известь или камушки. Потому что из него какие-то прессованные камушки выходят. Даже врачи говорят, мы не можем понять, что это такое, но на кал это не похоже. Они согласовывали со мной, что сделать таблетками или клизмой, как лучше, то есть на что я даю добро. Я говорю, давайте вместе подумаем. Дифлюкан, по-моему, что ли, чтобы немножко расслабить стул, и чтобы ему не так больно было ходить с этими камнями в туалет. Да, они вот сейчас подавали там раза, наверное, 2-3. Сейчас уже стул, и тем более хороший корм. Мы же заехали, успели, купила я большой мешок. И он хорошо ест. Дифлюкан помогает ему сформировать стул, и он нормально ходит. Теперь нормально ходит в туалет. Но у него жесткий этот самый живот, прям вот как не то что барабан натянутый, но правда, вот я потрогала живот и по бокам. Такой прям вот действительно жесткий. То ли, думаю, здесь сделать рентген, но что рентген делать, если сейчас пока видно по калу, что там действительно, наверное, желудок в камнях. Сейчас они выйдут и посмотрим, если все встанет на свою, в свое русло, и тогда не надо делать УЗИ. Вот. Как-то поэтапно мы будем решать вопрос. Решаем, конечно, решаем вопрос, как же мы же спасли не для того, чтобы вот, когда есть возможность решить вопрос, мы, конечно же, решаем, безусловно, по-другому никак, своих не бросаем. Могу вам примерно 5, это в середине месяца. Опять, что такое 5, я не знаю. Это Наталья Кожина сказала 5. Мне показалось, что он уже не молоденький. Ушки у него не пощенячьи висят. Вообще не знаю. Я вот его ощущала, я его видела, поэтому он какой-то прям вот такой коротенький, такой вот хорошенький. Знаете, у меня только вот восторг, но никак не могу я его. А так как я была с 2 собаками как раз в тот день, то я его не рискнула щупать своими руками. Меры предосторожности все-таки я принимала, старалась принять, пощупать больную, и потом к этому я не могла прикоснуться. Поэтому я только видела, что вот что-то вот интересное такое. Интересный, конечно, не могу понять даже, что. У меня такое ощущение, что барашка скрестили с собачкой, хотела сказать, еще кое с кем, потому что глаза такие какие-то раскосенькие и прикольненькие. Посмотрим. Посмотрим. Динамик хороший есть, уже хорошо. Про Тофи и ириску рассказать. Значит, прививки поставлены. Ириска, значит, если все будет в силе, вроде как ее забронировали. Если забронировали, значит, если не сорвутся, семья не сорвется, иногда там по-разному бывает, то тогда в октябре, наверное, может, уедет в семью. А Тофи у нас мамочка сейчас на стерилизации. Деньги нужны на стерилизацию, конечно же. Помощи всегда рады, помощь всегда нам нужна. Ежедневно, ежечасно. На передержке еще одна собака подцепила клеща. Это у Наташи. И
ночью снова, 2 дня назад, отвезли ее в стационар. Но вроде бы успели вовремя, динамика есть. Сразу же вот отвозишь, и сразу 8-10 тысяч в первый же день. Анализы, стационар, лечение, капельница, сразу 8 тысяч. И потом каждый день. Вот так вот боремся. Каждый день есть за кого бороться у нас. Очень тяжело, понимаете, очень тяжело. Вот ни одной минуты, ни одного дня не проходит, чтобы без проблем, без каких-то форс-мажоров. Очень тяжело. Но я, знаете, я уже об этом говорю как-то вот не так, наверное, эмоционально, а ну, как-то грустно. Грустно и грустно и печально. Поэтому, пожалуйста, помогайте нам. Мы все делаем для наших животных. Хочется, чтобы они жили, и уж раз им повезло быть спасенными, ой, здесь хочется просто рыдать, то хочется, чтобы они жили. Сидит она у меня тут, Варька моя. Вот. Рассказать про ППЖ. Не знаю, когда там что-нибудь будет хорошее, чтобы рассказать про ППЖ. Не знаю. На глазах вот почти чуть не задрали собаку. А когда просишь эту собаку отдать, ее не отдают. Я не знаю, кто рулит этим ППЖ. Я не знаю. Я не верю, что там волонтерское движение. Я ставлю себя на их место. Я радовалась бы любому волонтеру, куратору, который бы забрал из этого ада, где они не могут создать условия изолировать собак. Больших от маленьких, сильных от слабых. Не могут создать клетки, домики, достойные будки. Собаки шикарные. Ничего не могут. Но очень много кричат. И кичатся, что они делают, только они делают не так, как вы, с пафосом, громко, хвалясь. А мы делаем. А вот посмотришь везде, разруха. Что-то построят, но все против собак. Знаете, мне напоминает это какой-то свинарник. Вот свиньям все равно, в каком периметре вращаться и грязь месить, да? Там все 4 стены у свинарника глухие. Вот там у них тоже строят, профлистом закрывают, а собаки прыгают на 2 лапках, прыгают, чтобы вот так высокие могут посмотреть, кто там пришел. Им все интересно. Вот психология человека работает с собаками, не знают. Собака, она охранница по природе своей. Ей надо наблюдать и видеть, раз у нее маленькое пространство, ей надо наблюдать и видеть, кто прошел мимо. Зайчик, птичка, лягушка, другая собачка, человек. Они должны видеть. Они не должны на износ прыгать на 2 ногах и отгибать этот профлист, чтобы увидеть, что там. Нет, вот глухой построили, вот этот вот глухой, все. Вы, как свиньи, вы должны в этом квадрате, в периметре быть. Сидите там, друг друга жрите. Собака, когда не видит, и нет у нее визуального контакта с человеком, что ей остается делать? Подойти к другой собаке и кусаться, жраться, потому что нервяк, у собаки нервяк. Нет, ни за что не построить так, чтобы это было хоть одна сторона из рабицы, решетки, чтобы они могли сесть и просто часами смотреть вдаль.
и думать о своей судьбинушке, о своем приговоре, что скоро им будет конец. Нет. Поэтому собаку чуть не задрали, но нам ее не отдали. Они придумали новый закон. Знаете какой? Если раньше 10 дней они не отдавали после отлова собаку, знаете, с какой целью? Якобы вдруг придет хозяин и захочет забрать свою собаку. Придет нерадивый хозяин, оказывается, у него есть какое-то право выпускать. Наталье спасибо за донат. 10 евро. Таким хозяевам вообще нельзя отдавать, тем более собаку. И они нисколько не расстроятся, если собака пропадет, исчезнет, убьют, сдохнет. Ну, нисколько не расстроятся. Там нет такого понятия, чтобы расстраиваться. Там еще надо заплатить какие-то деньги за то, что если придешь назад забирать эту собаку. А сейчас это было 10 дней. А вы знаете сейчас сколько? А сейчас 30 дней. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. 100 рублей донат. А сейчас 30 дней. Это о чем говорит? Вот хочешь спасти несчастную, которую загрызают. Я вот посмотрела, я потеряла покой. Я не могу места себе найти уже там 2 или 3 дня. Я постоянно хожу, у меня вот ком в горле и слезы. Я понимаю, что мне некуда забирать. Я понимаю, что я уже не тяну, не надо, все, я не смотрю туда. Но если я случайно вижу, что кого-то загрызают, и что, как с этим жить? Что она умрет, как ее не забрать? А они не отдают. Представляете, новые правила, 30 дней. А такую собаку, которую забивают, вот такой огромный пес стоит вот с такими зубами, и она не провоцирует, она вжалась в решетку, и она просто отвернулась, как будто сейчас будет понимать, что ее будут кромсать, да? Она просто отвернулась, потому что я представляю, что у нее происходит. А ее новенькую, ее отловили новенькую, и ее просто равнодушно, бездушно, безо всякого знакомства, вот так вот пнули туда. Наталья, спасибо, здравствуйте. Еще раз 100 рублей донат. Я не могу. И вот эту собаку, она мне сейчас вот видится, снится. Ее загрызут за 30 дней. Типа через 30 дней отдадим. Вот скажите, разве это сердобольные люди работают? Разве это люди заинтересованные, чтобы у собак кто-то забрал, был дом? Тем более уже верой и правдой, уже всеми своими действиями, результатами показываешь, что если я забираю, то как живут мои собаки. Хоть на передержках, хоть в пристроенные. Нет, понимаете, нет. Лучше отдать нерадивому этому хозяину, который выкидывает собак на самовыгуле. Да, скорее всего, и нет у них никакого хозяина, и не нужна, и редко они приходят. Но если они придут редко, они начинают там, видимо, скандалить. Да я не знаю, я не верю, чтобы они чего-то боялись. Там сотрудников, знаете, сколько? 2,5 человека. Вот, господи. 30 дней. Знаете, я сейчас вот что не говорю, у меня только в голове одно. 30 дней. Я думаю, на какой? На 6-й или на 8-й день ее задерут, эту собаку. И будет труп. И ни разу никто не посожалеет и не скажет, да, надо было отдать. Неа. У меня есть папка, архив, со всеми собаками, которые были живыми и стали мертвыми. Кого-то не успели вытащить, кого-то не отдали.
Что я прям, знаете, как в ступоре, я так онемеваю сама вот от того, что говорю, от того, что проживаю. Угу. Ай, здравствуйте. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Вот видите, нас 74 человека. А те, которые потом не видят сейчас, не видят нашего диалога, они потом будут писать то, что мне даже неприятно слышать. Посылать меня куда-то не надо, советовать мне ничего не надо. Если у кого есть желание принять участие, подключайтесь, только, пожалуйста, руками и ногами. А посылать меня не надо. Вот, так, насчет чего еще что я еще могу рассказать? Так, не знаю, что я хотела. Какие-то каши пытались варить, ничего не получается. Нет, не варить. Ну, в общем, нет, все не то, ничего не получается. Какие-то попытки делаем телодвижения. Ах, о ком речь? Подтянется хоть по нее. Что такое подтянется хоть по нее? Реквизиты у нас, да, в описании есть. Крошек. Так, задавайте какие вопросы, если что-то я, может быть, Лена КЛК, да? КЛК. Спасибо большое за донат. Спасибо. Мы очень нуждаемся. Мне хочется кричать, мне не хочется кричать, мы очень нуждаемся. Вы знаете еще что? Летом как-то они поменьше вроде в жару ели. А вот сейчас вот уже холода, да, наступают. Ночью там и 6, 8, 10 градусов. И собаки стали есть больше. Представляете? Ну, не знаю, радует меня это или не радует. Не знаю. Ой, скоро опять будем на корм собирать. В принципе, уже добрый вечер. Да, с выгульником. С выгульником, значит, так, из отпуска вот приехали эти два мужика, а у одного жена, прям противно даже уже говорить про эти проблемы, у одного жена слегла в больницу. И второй без него, без первого, не выходит. Потому что он говорит, что я пока жену не выпишут из больницы, не буду работать, не приступлю к работе. А тот говорит, я один не смогу. И держать, и сварка, и фигарка, и все это. То одно, то другое. Сколько можно, а? А потом начнутся дожди. Знаете, какой-то замкнутый круг. Не знаю, почему так. Они просто, почему их хотели, потому что они по цене недорогие. А искать других, это там все в 2 раза у них дороже. Поэтому ждем. Ждем теперь, когда выздоровеет его жена. Да, ну, могу даже говорить уже не могу. Потом дожди начнутся. Вот так все как-то. Так, друзья, давайте мы активнее задавайте вопросы. Я понимаю, что вас мало. Сегодня суббота, начало сентября. Все, наверное, занимаются
или подготовкой к школе, или начались уроки у детей и внуков. Они становятся не нужны вдруг. Почему столько жестокости? Они им изначально были не нужны. Просто так, как дань. Должна же быть. Ну, не знаю. Собака это же у них не собака, это же вещь. Ну, нужны, не знаю, как-то приравнивается это к чему-то такому, не знаю. Это как окно, как крыльцо, это как обувь, в которой ты ходишь. Ну, вот должно быть. Вот она у них есть. Должна быть. А так раз сносились черевички и выкинули. Сносилась какая-то вещь и выкинули. Они еще, знаете, если простерилизуют собаку, они еще могут быть возмущены или там даже орать, что их собаку не надо стерилизовать, а то она качество собачье утратила. Поэтому они у них рожают, и щенков они выкидывают. Собаки, щенки там не выживают. Нет. Вот. Их очень много, они не выживают. Вот, давайте задавайте вопросы, друзья. Агни замечательно. Я говорила, да, после стерилизации. Нормально, да, все хорошо. Прививку поставили. Еще одна прививка будет в 20-х числах, по-моему, сентября, и все хорошо. Рыжуля из Краснодара, ладушку, которую взяли сразу, да. На дачу вроде бы они уехали. Так, она в семье и есть. И все подписчики. Посылать помощь на стриме, простите, высылай на карту Лары. Нет, если есть возможность на карту, то лучше на карту. А на стриме это стрим для тех, кто не имеет карты. А наши здесь в России, если имеете карту, то лучше на карту. Вот. На что еще я вам, на какие вопросы еще не ответила? Мы готовим ролик, наверное, будет ролик завтра готов. Друзья, нам очень будет нужна помощь. Потому что... Ой, я не могу просто. У меня уже до бессознательного состояния я стопорю как-то, в ступоре на меня нападает прям этот ступор. Нам очень нужна будет помощь у нас. Мы сейчас ждем пассажира. Нам нужно для спасения. Мы будем рассказывать вам в ролике. Потом, значит, еще должна еланка, помните, да? Типа такой а-ля таксеныш. Тоже ему надо будет на самолет. Самолет может быть пассажир может быть внезапно. Прям вот, знаете, сегодня могут сказать, что завтра, допустим, есть пассажир. И у меня должны быть деньги на перелет, иначе мы долго будем еще ждать пассажира, поэтому я должна быть как-то во всеоружии готова оплатить их перелет. Самолеты 300 рублей килограмм. Большая собака, если, то это порядка 10 тысяч, да, 30 килограмм умножаем на 300, порядка 10 тысяч. Ну, маленькая собачка поменьше, но в любом случае есть патовые какие-то там ситуации с какими-то собаками, которых мимо не пройти. Со дня на день должен быть самолет. Все зависит еще от наличия денег.
устроить знакомство с собачкой, если мы приедем со своим кобелем. Да, конечно, уговариваю мужа на вторую собаку, и к тому же надо, чтобы наш царь принял. Немец, овчарка, она у вас злобная, не злобная сама по себе, как она к другим собакам? Она, если кобель, то девочку, да, вы хотите? Ну, какую-то большую, да, получается. Примерно какой-то есть у вас? На кого-то глаз вы положили или хоть примерно? Снять видео про собаку из Якутска, снятую с петли. Да, она у меня есть. Потом сказали, что ее насмерть сбила машина, а теперь, что она жива. Очень тронула эта собачуля. Елена, а вы где находитесь? В каком городе? Ой. Да, она жива. Я вот буквально на этой неделе получила фото. Я попросила, да, снять видео. Человек просто там уехал в отпуск, и она приедет, вроде как обещала снять видео, да. Посмотрим. Фотографии есть. Точно, точно он прям так похож. Если будем его спасать, то нужна будет помощь. Под Питером вы, да? А вы интересуетесь просто как бы интересно, да, что там с ним, какая судьба, или вы интересуетесь на предмет, может быть, себе взять? Если бы вы сказали, что вы готовы взять себе, мы бы как-то быстренько его в первых рядах поставили в план на пассажира, и тогда бы вывезли быстрее и активнее. А я вот, например, не знаю, куда я не рвусь сейчас в бой. Но даже если не рвешься в бой, они все равно тебе падают на голову, падают в ноги. Именно такие, мимо которых не можешь пройти. Как-то так. Откликайтесь, берите собак, берите. Вот если вы будете откликаться, кого-то желать взять, то мы привезем, конечно же, привезем. Там такие собаки есть жалкие. Ой, я не могу. Морду так тянут в решетку. Как последняя надежда к человеку. Обрати на меня внимание, обрати. Уши, как локаторы, стоят. Такие красивые, жалкие осленки, несчастные. Ирина, спасибо. Вот. Ну ладно, надо как-то веселее, да, быть. От чего только радоваться. Если весело, то это будет совсем фальшиво и неискренне. Потому что на душе кошки скребут. Вот такие дела. Ну, может быть, мы сегодня такой небольшой у нас стрим будет, чтобы вас тоже не обременять. У вас, наверное, тоже у многих школа. Что кот мой не принимает животных, и я работаю сутками. Но из-за этой я ревела так, что до сих пор она во мне. А какой тогда вариант? Кот не принимает кого? Собаку? Кот. Если бы собака не принимала кота, а тут кот не принимает. Он же большой. Я не знаю, почему у нас у всех какие-то отговорки. Почему? Я все отговорки знаю наизусть. Все. Вы мне можете даже не перечислять. Аллергия, муж не разрешает, жилплощадь маленькая, пенсия маленькая, возраст не позволяет. Ой, я все знаю. Да. У нас должно быть
несколько животинок должны поехать. Спасибо, Алена. Должны поехать на пристройство. Вы сами видите, если здесь у нас в России не берут, что нам остается делать? Продолжать их копить? Помните, что если они у нас копятся на передержке, значит, я не буду спасать других. Это взаимосвязано. Если мы хотим, чтобы были спасены еще последующие, значит, мы обязаны этих пристраивать. Куда-то пробивать им дорогу. А пробивать очень тяжело. Вот как головой об стену. Упрашивать, умолять. А когда вот так вот умоляешь, а потом денег на дорогу спрашиваешь, просишь. Ой, все дорого, понимаете? Все дорого. Как раньше было тяжело, но так, как сейчас, не было никогда. За 5 лет не было никогда. Нет, уже почти 6 лет. 25 ноября исполнится 6 лет. Вы знаете, нет, мне кажется, что раньше еще можно было говорить о бумеранге, а сейчас-то мы же знаем, кто правит, да, какие силы. Мы их даже не называем своими именами. А существует ли в этом случае бумеранг? Не особо в это верю. Безнаказанность. Дили собака и 3 кота, но это не принимает никого из животных. Кошек 6. Да. А где же им еще ходить? Они же мои малыши. Поэтому они ходят. Сидят возле моей тарелки и просто смотрят, как я, например, что-то перекусываю. Да, у меня свои, наверное, ненормальные правила. Я как по старинке. Раньше, знаете, бабушки там полотенцем гоняли со столов кошек. Не, у меня таких нет правил. Я, наверное, очень много боли и страдания вижу у животных, что у меня поэтому никак не сочетается это с гонениями их. Ну, пусть хоть кто-то ходит там, где хочет ходить. Если бы я не была в такой тяжелой теме, может быть, я бы по старинке также бы гоняла всех. Да нет, что тут говорить. Вот. Ай. Так, друзья, что вы мне еще скажете что-нибудь? Я очень долгими стримами не хочу и вас тоже обременять. Какие-то наши насущные вопросы мы вроде обсудили. Так. Повторять уже не будем. Все равно я, наверное, еще и еще раз спрошу у вас, если вы найдете возможность позвать к себе нашу ушку, я буду вам очень благодарна. Ну так, чтобы не за 200 километров от Москвы, а вот где-то недалеко, где-то рядышком. Дорога – это вот стресс для нее. Вот знаете, я так вижу, что малейший стресс, и ей хуже становится. Ну, куда-то недалеко, здесь, в Подмосковье, могли бы, допустим, мы ее привезти. Понимаете, если даже она умрет, ну, здесь
здесь просто судьба, здесь ничьей вины не будет. Вы переживаете, там мне кто-то говорит, я не переживу, я переживаю, я не хочу, чтобы это было на моих глазах. Но, понимаете, лучше несколько дать, как каких-то неделек пожить и создать условия, чем она в таких условиях, в которых сейчас в одиночестве. Ну, не знаю. Не знаю. Средства. О себе нет. Теперь только животные. Мне хочется какого-то результата, чтобы был результат, и потом я тогда вздохну. Я если не достигаю результата, то у меня вся жизнь кувырком идет. Я даже неполноценно общаюсь с родственниками и все неправильно делаю по отношению к ним, потому что мне нужен результат. Я не хочу, чтобы их убивали, чтобы они гибли. Я хочу, чтобы в ППЖ были нормальные отношения, нормальные сотрудники работали, которые любили животных. Они делали вид и разговаривали не на матерном языке, посылая всех подальше и сочиняя сказки и сплетни, а все-таки придавали значение. Ой, Господи, кошмар какой-то просто. Лучше бы я тоже, вот знаете, не видела и с глаз долой. В Думу. Нет. Пишите, да, пишите. Для восстановления ушки. Давайте. Я примерно догадываюсь средства для восстановления ушки. Если то, о чем я думаю, то мне есть вам что сказать. Можете озвучить, конечно. Но кто же его знает, как примет другую собаку. Хотелось бы заранее познакомить, в душу запала. Мила, мужа очень уговариваю. Мила запала в душу, если я правильно поняла, да? Ну, давайте в личке пообщаемся, да, может быть, видео вам пришлем. А вы сутками, да, работаете, и на его плечи лягут две собаки. А у вас квартира или дом? Людмила, спасибо. У Игоря, вот вы меня спрашиваете, как дела у Игоря, а Игорь тут нас чего-то нам ничего не пишет, не откликается. Я уж задавала ему вопрос. Ну, вчера вроде бы он ответил мне по одной собаке. Значит, наверное, все хорошо. Ну, по крайней мере, выздоровел, и уже хорошо, уже радует. Дай бог таким людям долгих лет. Вот, а так, в общем-то. Так, вот вам запала еланка. У нас в семье 3 собаки. 1 мальчик и 2 девчонки. Девчонки забраны щенками. Одна с улицы, вторая отобрана с нерадивых хозяев. И вместе с сыном 6 кошек, 2 кота и 4 девчонки. 6 кошек, 2 кота и 4 девчонки. А 4 девчонки какого? Никакого пола, а кто они? Собаки, да? 3 собаки, 1 мальчик и 2 девчонки. А 4-то девчонки, кто это? И что тогда? Ну, давайте поговорим насчет Еланки, а? Потому что если она приедет, то у меня опять будет только плюс 1 еще проблемный геморрой. Куда мне ее девать? Она, знаете что? Она очень боится кошек. Она вообще, как бы, ее, видимо, били. Вот чем жалкая эта еланка, ее, видимо, били. Вот кто сейчас передерживает до самолета, она говорит, она боится трусиха, но она привыкает. Она вот за несколько дней к этой женщине привыкла,
И уже все, она уже замечательно сидит, она ей показала пеленочку, она ходит там на пеленку, научила ее ходить. Вот. Она, конечно, боится, пока боится поводка. Она не понимает, что это такое. Думает, наверное, что ее душить будут этой веревкой, поводком. А кошек она боится, потому что кошка дала ей по морде, и она завизжала, заплакала и даже описалась. Вот понимаете, вот таких собак вот надо спасать, потому что они так настрадались, а вы им подарите другую жизнь. Понимаете как? Ну, возьмите ее. Кириллина, Елена Кириллина, пожалуйста, напишите мне на WhatsApp, давайте с вами поговорим, потому что самолет должен быть вот-вот, прям буквально вот-вот. Что мне с самолетом из спорта некуда ее вести. Если вы мне напишите, мы с вами хотя бы обсудили. Я, может быть, вам еще что-то рассказала бы, если вы мне какие-то вопросы зададите на WhatsApp. Да, это вообще даже не то слово. Это то, что тяжело, это... Я и злюсь, я возмущаюсь, ругаю, возмущаюсь. Когда особенно мне советуют, я просто вообще в ступор впадаю. Знаете, мне кажется, я, пропустив через себя тысячи животных, я не знаю, с чем я не сталкивалась. Ну, знаете, с кем не сталкивалась? Со спинальниками. Ну, таким людям и нельзя из спинальников еще иметь. Я спасатель, знаете, такой вот оптом, массово, как это можно сказать. А те, которые спасают единично, штучно, они могут этим единицам уделить больше внимания, больше с ними бегать, больше им уделять внимание. Ведь очень много кураторов, у которых 3, 5, 10 собачек, или 30, например. Но 30 это потолок. А вот представьте, у меня во сколько раз больше, чем вообще допустимо. Когда 30, то уже все волонтеры, зоозащитники, они уже просто вешаются от 30, потому что это тяжело 30. А что делать мне с 200? Поэтому мне тяжелых иметь нельзя. Вон выгульник как дается, чтобы зонировать и чтобы и выгульник изолировать. Ну, это же вообще уму непостижимо с мая месяца. Позор. Вы думаете, мы не обсуждаем? Мы когда обсуждаем, мы ругаемся, мы на повышенных тонах. Я уже подкалываю, я злюсь, меня скребещут зубы, я не могу, меня как выворачивает, но я не могу ничего поделать. Да, конечно, Ирина, пришлите. Просто я вам сразу скажу, если то, что вы мне хотите посоветовать, я, может быть, вам скажу, потому что мы используем все возможности, все даже неординарные, нетрадиционные, скажем так, методы. Я просто не все говорю, я мало говорю, но мы много делаем. Потому что если я начинаю много говорить, я получаю много какой-то критики, каких-то посылов. Ну, это просто нонсенс. Вот посылать меня по разным центрам, это вообще даже вот не говорите. Вы помните, когда Кузьма трехлапый этот сбила машина, осенью приехал, меня то гомеопатией лечить, восстанавливать то, что машина сбила напрочь. Нервные все эти самые соединения с мозгом, там все эти нервные дела, суставы, мышцы, все, что можно, все было оторвано. А мне говорят, гомеопатию надо попробовать, а теперь надо бассейн попробовать. Ну, это просто вот какая-то фантастика. Вот как можно такое говорить? Если есть хоть один шанс, я обязательно его использую. Но по катушке на такси, вот мы же, знаете, мы же не любим правильно оплачивать такси. А расстояния большие между городом и передержками. И
никто не будет тратить время из таксистов, потому что у всех таксистов это способ заработать. А для нас это вот лучше мешки корма лишнего купить. И покатушки, бассейны, которые никогда еще не помогали, они, это будут по стоимости, эти бассейны будут как подводная лодка купить. И в то же время, и это советовали. И на КТ я поехала тоже, я считаю, что зря тогда, потому что два врача, которые не дерут с нас деньги, они сразу сказали, здесь или ампутация, или живите с отвисшей ногой. Нет, послали меня на КТ все-таки. И что? Деньги выкинула 30 тысяч. Это же ваши деньги. Зачем я их просто так вот выкидываю? Потому что народу захотелось, как им кажется, что использовать все самые способы. Вот используем. Но результат-то все равно не изменится. 100. Иди сюда. Поэтому не надо обманываться, понимаете? Очень люди любят обманываться рад по принципу, знаете, ну не надо, мы не боги, и врачи тоже. Есть то, что есть, и надо это принимать, как бы это больно не было. А тем более уж мне, когда я вообще до последнего борюсь. Вы в Сочи живете? А, про Иланку писала, я живу в Сочи. А у вас в Сочи что есть? Дом или квартира? Ольга Король. А мы с вами раньше, по-моему, не общались, да? Потому что у меня Симу хотели взять, по-моему, из тех краев, а потом передумали. 4 кошки, да? Мы также спасаем, пристраиваем, конечно, с отслеживанием. А, Елена, вы хотели бы взять, имеется в виду еланку? А что там пропало? Взять с этим самым на пристройство, что ли, да? Спасибо. Квартира. И живут 2 собаки и кошка. Квартира. А квартира какая, там все поместятся, то есть? Со мной 8. 2 собаки, которые по 35 килограмм. Одна не привитая, потому что она старушка. В подъезде подкинули. Мы делали о ней ролик. А другая якутская с ППЖ. Еланка маленькая, она килограмм. Ну, маленькая не такая, чтобы маленькая. По-моему, килограмм. Ой, говорили ведь. 10, по-моему. По-моему, килограмм 10. Она какая-то мохнатенькая такая. Вот ушки мохнатенькие. Сама она похожа немножко на таксу. Ну, может быть, по длине тельца. А так какая-то мохнатушка. Ну, били, блин, ее, конечно, конкретно били. Так жалко ее. Вообще ужас просто. Поэтому, если мы с вами договоримся, то есть машина. В Сочи есть машина. Ну, как-то водитель ездит, который Сочи, Москва, Москва, Сочи. Недавно буквально мне вот давали телефон. Как на ПМЖ в Якутске? На ПМЖ или в ППЖ? Какие люди по уходу? Есть вода, еда? Да. Что там уже? Они пережили самое жаркое, они жаркое лето пережили уже 35 градусов. Без тени, без крыши, без воды. Нет, мне вот говорили, что те, кто приходил перед закрытием, уже все работники уходили домой. Миски были пустые, без воды. А сейчас говорят, что уже похолодало, поэтому вода тоже особо не нужна. Нет, там не принято воду давать.
Нет, зимой тоже не дадут. У меня есть видео, недавно пересматривала архив свой. Собаку выводят из вольера, и она первым делом кидается на ледышку, которая в земле примерзла. Ну, она просто торчит вот так вот, эта ледышка. И она вот так наклоняется и пытается ее укусить, эту ледышку. Потому что она сидела в вольере. Я сейчас опять буду рыдать. Она сидела в вольере и мечтала о воде. Или хотя бы ледышку пососать. Ой, Господи. Зима это не, это не означает, что там сугробы. В вольере сугробов нет. В вольере есть затоптанное снежное покрытие, затоптанное копытами, да, и мочой. А еще там солома раскидана. Поэтому даже укусить снег, вот, чтобы вот так хапать снег, этого нет. Зимой я показывала, наверное, вам, что собаки даже не столько воду, они вообще не приучены пить воду. Я вот смотрю, когда я вот Крошу давала вот воду, вы видели, может быть, а он даже вот так носом тычет, а локательных движений он даже так как-то вяло, он даже особо не знает, как будто они не знакомы особо с водой. Вот они, опыты. Вот они. Никакая Европа отдыхает по сравнению с ужасами. Это зимой мечтать о ледышке. И вот от вольера, она на поводке ее рабочий держит. У меня видео есть, если кто-то будет из их местных возражать этому. Они как не любят, когда я говорю правду. А я не придумываю от себя. Я это вижу. И не обязательно даже у меня, я иногда просто, я закрываю глаза, но они мне просто вот сыплются, или я вижу у кого-то. Понимаете, мне даже закрываю глаза, они мне все равно это сыплется. Это даже, если даже не хочешь, это бросается в глаза. Я же на все это смотрю уже с сознанием дела. Зимой не дадут снега, потому что зима. А то, что снега нет в вольере, ну и что, все равно зима. Они не хотят пить. Я с одной передержкой так ругалась, так спорила, мы ведра купили, привязали крабицы, умоляли только вот доверху, пускай, ну налейте, ведь шланг вот в огороде, вот налейте вот сюда вот воды, ну сделайте, что вы придумали, да не хотят они пить, ой, 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 ой. Летом тоже как-то так все это на авось, ну а сейчас уже, ну может быть хотя бы зимой, сейчас осенью снег, то есть дождь пойдет, но хоть бы может быть вот так поднимут морду кверху и хотя бы рот откроют, чтобы дождь им накапал в рот. Ладно, не хочу говорить постоянно про это. Вот. Не знаю. Нет, я когда в процессе, я стараюсь не эмоционировать, я просто все-таки беру и делаю. Беру и делаю. Но я, наверное, находясь так каждый день, 30-24 часа в сутки, и постоянно стекается информация по врачам, по клиникам, у кого кто как чем болеет, вылечили, не вылечили. Но это ты хочешь или не хочешь, ты если в этой теме, то тебе стекается эта информация, поэтому ты знаешь, конечно, больше, чем те люди, у которых одна-две собачки. Или не болеют, или один раз в жизни болели, или, может быть, один раз лечили, потом похоронили. Но все это было разово, понимаете? А у меня это на потоке. Десятки, сотни, тысячи. Поэтому у меня опыт, хочешь или не хочешь, но все равно он больше, да? Я никогда не люблю кичиться и говорить, я все знаю, я такая-сякая. Да лучше бы я не знала, понимаете? Я тоже хочу не знать. И вообще не хотела бы быть в такой тяжелой теме. А только так вот нормальненько так спасать там одну-две собачки, взять на кураторство. Это такое счастье, так мило. И вот вошкаться с ними, вот там что-то заболело, сделать с ними. Ну не так же глобально. Это ненормально. Ну чего ты?
Я только что сказала, что если есть хоть один шанс, Алла Харсенко, хоть один шанс, мы его не упустим. Я прошу вас слева направо, сверху вниз, крупными буквами, красными буквами, еще раз заявляю, если есть хоть один шанс, мы вытянем и один, и два шанса, и полтора. Мы сделаем все. С чем вы со мной не согласны? Не заводите меня. И сейчас мы тоже используем этот шанс. Понимаете? Показать переломы, травмы. Что вы сравниваете с переломами, травмами, спинальники, позвоночники? Это совсем не то. Как вы этого не можете понять? Когда у собаки перелом позвоночника и стоит вопрос об усыплении, то все равно надо пробовать и ставить на коляску. И что? Конечно, кто вам в этом возразил? Я вижу просто полное дилетантство. Конечно, не знают. Елена, правильно вы говорите. Люди, которые говорят, они просто с этим не сталкивались. Даже я вам скажу, что врачи у нас, когда я столкнулась в Москве, они знают о чумке по теории, которую они проходили в институтах. Она не распространена. Неужели вы не понимаете? У нас позвоночники часто машины сбивают. Это распространенная вещь. Позвоночники, шеи, все что угодно, любые раны, травмы, все, пожалуйста. Но это у нас не распространено. И у нас врачи слабые, бессильные. Вот и все. Про один шанс не надо говорить. Я не только один, я 101 вытяну, если есть возможность вытянуть. Опять не вижу. Ольга, спасибо. Спасибо за донат. Сказать, что я в чем-то не права, не надо мне говорить. Я очень, может быть, училась, есть ли желающие взять крошика. Огонь и воду пройду, но вытяну все. Пока все диванные советчики будут мне советовать про один шанс и про 33 шанса, я в это время беру, подпрыгиваю и несусь. И когда я говорю, что провела в клинике 12 часов, а в это время я еще до этого 2 недели обзванивала, и я не соглашалась, этого быть не может, этого быть не может, этого быть не может. Давайте еще это, а давайте еще это. Мне еще кто-то писал, а зачем этот анализ сдавать? Потому что надо, чтобы во всеоружии быть у невролога, и чтобы он мне не сказал, завтра придите, анализ сдайте. Нет уж, я приеду подготовленная. Я сделала больше, чем это требовалось. Неужели непонятно? Диванные советчики не принимаю. Не хочу. Это вызывает у меня только, мягко выражаясь, негативные эмоции. Вопрос хороший. Сколько человек у вас в команде, ваших помощников? А помощников каких? Вот в чем помощников? У меня есть помощники в пиаре. Вот пиаром, да, я не занимаюсь, сразу говорю. Туда я не добегу при всем желании, потому что это круглосуточное общение, обработка заявок, это общение с семьями, это переводы на языки, это по ночам сидеть, общаться, потом тестировать семьи. Это огромная большая работа, это занимаются пиарщики. Помощь в чем? В отправке один человек из Якутска. Один человек. Здесь встретить я встречаю или водитель, Роман. Можно ли водителя, который, естественно, платный, назвать моей команде? Нет, наверное. Но может быть, он в моей команде, но мы так не считаем, что он в команде. Он и с другими волонтерами работает, он иногда мне отказывает и говорит, я в эти числа, даты, меня не планирую, я занят. Нет, наверное, не в моей команде. Передержки, которые, это их работа.
Они являются в моей команде моими помощниками. Это их работа, которым я не плачу. И с которыми будут скоро обостренные плохие отношения. Потому что так нельзя поступать. Но я говорила об этом, что я буду на улице в поле жить с собаками скоро. Там не будет интернета, и я не смогу с вами общаться. Просто так. Как бомж пойду в землянку. Потому что дом отберут коллекторы. Нет как таковой команды. Вот чтобы так сказать, слушай, давай, я сегодня еду в Домодедово, а ты во Внуково, да? Или там, давай, я сегодня с Крошем, а ты, значит, с Ушкой. Ты сегодня обзвони, значит, всех, кого можно, нельзя по Ушке, а я, значит, там тогда вот решаю вопросы там с врачами, там, ну, или какие-то массу других вопросов решаю, или по документам надо решать вопросы, или надо созвониться там, с другими странами, с другими континентами, с ними тоже, им поплакаться, у них тоже попросить помощи. А это всегда проблема. Помощь попросить, то ли это будет через Казахстан, то ли через Украину, то ли через Луну, и потом соответствующие миллион проблем. А потом тебя еще назовут за белых-то или за красных, умудряться поссориться, разругаться, послать, офигеть. И вот это вот круговерть, это просто без начала и конца. А потом еще 6 позвонить, поуговаривать по полчаса и получить ответ, отказ, пинок и сказать, ну ладно тогда, хорошо. Тогда только жить на улице. Хорошо, Наташа, как уговорите с мужем? В нескольких группах, так что не потеряемся. Да, хорошо, Наташа, да, я помню. Вы же мне говорили, по-моему, упоминали. Но просто дальше мы не общались. Ну, когда мне говорят, что посоветуюсь с мужем, то результат, как правило, бывает печальный. Мужья не соглашаются. Положительный только там, где решает один человек. Женщина, например. А мужья, они всегда как-то против. Был перелом в хлам с головным мозгом. Там было все в норме. У Ушки ситуация другая, увы. Конечно. Я любые травмы, вам скажу, что, конечно, бороться. И такие были, вот у наших других кураторов там тоже были. И пролежни жутчайшие. Конечно, и реабилитационный центр, и 70 пролежней, и там чего только не было, и с Эстонией связывались. И одних только венсарком мы, наверное, вылечили за эти годы, ну, не знаю, 50 или 100 штук. Это многие не сталкивались с этим. Даже многие каналы, я знаю, не сталкивались с этим. Они так возмущались, как это так, что это норма, что ли? Да, в этом регионе это норма. Это как комар укусил, это норма, и мы это лечим, и нормально, успешно лечим совершенно. И не бросаем, и никого не усыпляем, и лечим, понимаете? И последний, и предпоследний, любой шанс используем. И любые черепно-мозговые травмы. И когда они как овощи, и когда они кругами ходят, потому что они дезориентацию получили после ушибов, разбоев, убийства их. За что только не беремся. Но есть исключения. А волонтеры не должны брать деньги друг с друга. Это какие волонтеры? Волонтеры, наверное, не берут. Наверное, волонтеры не берут. Я не знаю, волонтерам. Даже не помню, какие волонтеры могут брать. В Якутске, например, у меня нет волонтеров. Там берут, там за все деньги берут.
там нет волонтеров. Там только есть зарабатывающие деньги. Поэтому так. Ольга. Оль, ну нет, муж-то у тебя вообще, по-моему, собак этих любит, да? Кстати, я забыла про День стольника. Вы знаете, День стольника помогает, когда его редко проводишь. И вот тогда у нас получилось собрать прям так хорошо как-то, знаете, вот, но это уже было давно, а собрали и сразу так на три так сразу передержки купила, так распределила всем, замечательно. А потом стали следующие возникать проблемы, это стерилизации, отправки, документы, это все как-то проталкивало же в августе 7 как-то смогли же отправить, да, но их же надо было собрать, обеспечить их там, ну, отправка это тоже, это ж не, это не просто так, вы знаете, как купил за 5 копеек билетик и кондуктору заплатил и поехал. Ну это же с ума можно сойти, вот сколько там документов. А тем более, если они едут коллективно, массово от разных кураторов, там одних только документов на 300 страниц. Папка огромнейшая. Попробуй ошибиться на одну буковку, на одну цифру. Проедешь 3000 километров и вернешься назад, исправлять эту циферку. И за все надо платить. А если... В общем, надо... А еще просят кошек спасти. Потому что кошек тоже порвут, разорвут. Ой, Господи. И вот когда насчет День стольника, а вот после этого мы через дней 10 тоже объявляли День стольника, как вы сказали, чаще объявлять, да, то уже как бы нет. Там уже было, ну, может быть, 10-15, это уже незначительно, там уже не помогло. Там я уже скулила. С одной стороны, отсутствие денег. Я даже показываю карты, скрины. Ну, посмотрите, мне неоткуда взять помощь минимальная. Ну, так как-то. Ну, понимаете, часто же тоже не сделаешь. Часто же тоже не сделаешь, не будешь делать. Я не знаю. Люди же тоже возможности-то, наверное, имеют не бесконечные. Тут есть зарплата, есть аванс. Ну, в общем, вот так. Друзья, ну, что вы мне скажете? Тогда мы заканчиваем, да, на сегодня? Мы сейчас тогда займемся роликом, в котором мы вам покажем все равно наши материалы, наши кадры. Ну, грустные кадры. У нас хорошие кадры только на 2 канале. У нас есть кого показать еще. Мы же работаем, вы же видите, мы работаем руками, ногами, мы работаем. Я не знаю. Мы это вот один человек, который отправляет. Здесь я с Романом, потом передержки, которые воют, скулят, ругаются, потеют под градом и говорят, что мы не подписывались. Это работа наша, мы хотим зарплату. И они действительно... Вот если бы вы посмотрели, какая-то тяжелая работа, какие мешки они таскают, ведра с водой, мешки с какахами, по 20 мешков, в каждом по 20 килограмм, потому что машина тоже платная, и они стоят, ждут, когда машину оплатишь, и чтобы и увезли это все далеко на 101 там, километр, иначе еще штраф получишь. И это все мешки тоже таскаются, и мешки с кормом таскаются, и я только постоянно слышу, и давление, и позвоночник трещит, и суставы в коленях уже от тяжестей, все. И еще их надо бдить,
их нельзя бросить. А когда уезжаешь в клинику, то бросить собак нельзя. Ты ходишь с ними, над ними, как их друг, как их брат, как ты их полицейский, как угодно назови. Но ты должна быть с собаками. Их нельзя бросить. Ты не можешь поехать помыть собаку, потому что у тебя говорят, а ты это сделай. Она одна, она не может разорваться. Она здесь попыталась поехать, взять там какие-то мясные штуки. Ну, 1,5 часа ехала. Но это нереально. Собаки не могут быть одни. Такое количество. Ольга, спасибо за донат. Спасибо. То есть, понимаете, мы везде, на каждой, на своей цепочке, мы одиночки. Мы поодиночке. У нас нет такого, чтобы вот команда, знаете, тут 2-3 человека, тут 2-3 человека, тут мы на подхвате как-то, тут вот мы, ты сегодня это, а я сегодня то. У нас нет такого. Мы везде одни. Отправляет один, встречает один, пашет, убирает какахи, разносит воду, принимает корм, таскает, разнимает их один. А потом мы в одиночку ищем, к какому доктору пойти на стерилизацию, у кого есть наркоз, кому мы можем доверить, кто нас перестерилизует, а нас никто не перестерилизует, да и нет у нас денег на 20 тысяч на перестерилизацию, еще клиника не найдена, а тут очередная потекла собака, простерилизованная в Якутске, и только хватаешься за голову и думаешь, что с этим делать? Ну что, закончить тогда спасать? Так и хочется, постоянно себе задаешь вопрос, ну закончить спасать, что ли? Вы сами просите, кто-то еще умудряется обидеться, что я перекинулась на другой регион. Додуматься тоже мне еще, только не хватало, чтобы мне еще говорили. Да потому что я вообще, вы видите, я вижу, что я говорю сама с собой, вы меня не слышите все равно. Вроде в теории вы понимаете, что мне тяжело, да, вы понимаете. А на деле нет, все равно нет. Я понимаю, что так, один в поле. Привез Бетти лайку. Была внеплановая вязка, и 2 щенков подкинули экипажу. Мужики наши не устояли, и сердце их растаяло. Ну вот это приятно, что кто-то где-то кого-то спасает. День стольника. Давайте сделаем. Нас, понимаете, нас не так много помогающих. Если по 100 рублей эти мало, любому рублю рады. Но я так вот, это вы смотрите, наверное, на цифру нас подписчиков 21 тысяча. Конечно, если бы мы все, да, были. Я не знаю, кто эти 21 тысяча, и я только вижу нас, мне кажется, человек, ну, может быть, 300, 200. Всем кажется, ой, да вы же сами видите. Кто-то говорит, это много, а кто-то понимает, что это очень мало. Для вас сумма, я думаю, подписчики согласятся. В августе многие в отпуске. Детей в школу. Да, Оксана, да. Мы знаем, мы помним, что все готовились к школе, само собой. Вы думаете, мы не знаем? Мы все праздники, выходные, вот даже сегодня суббота, мы прекрасно понимаем, наверное, поехали на дачу. Последние такие, ну, почти уже не теплые деньки, и кто-то на дачу, кто-то банты плетет, наверное, там тетрадки пакует. Ой. Алерт не получается, через алерт не получается, отправила на Сбер. Наталья, у нас лучше всего, если у вас есть возможность на Сбер, то Сбер, конечно, лучше, быстрее и быстрее, потому что донат, вот этот алерт, он иногда, по-моему, у нас тут ну сейчас вроде не задерживает, но иногда на них находят, и они задерживают, там по 3-5 дней задержка была. Поэтому, конечно, лучше на Сбер. На Donation это для тех, кто за рубежом, кто не имеет возможности.
Друзья, я снова время ваше ворую и отнимаю у вас субботний вечер, поэтому давайте мы с вами сегодня попрощаемся тогда, да? Хотела увидеть на экране, а кого, что на экране увидеть? А, вы хотели здесь, как этот заяц, да, прыгает у меня. У меня что-то сегодня он не очень четко высвечивался. Ну, посмотрите, получится, значит, тогда. Там говорят очень просто. Нажимаешь на ссылку, и, по-моему, там вводишь, может быть, свои данные. Может, там, по-моему, очень просто. Кто это делал, то говорят, что очень все просто. Но это можно и не во время стрима порепетировать, посмотреть. А, вам хотелось этого зайца увидеть на экране, пока стрим. Я поняла вас. Так, вроде бы все. Готовим тогда ролик. Сейчас ночью будем готовить, наверное, если у меня хватит сил. Мне надо выгуливать собак уже идти. И завтра тогда продолжим. Ушку забрал кто-нибудь? Нет, конечно. Вы только зашли, тогда вам придется посмотреть нас в записи. Про ушку я все сказала. Нет, у ушки все грустно, и ушку никто не забрал. Может быть, вы тот самый человек, который заберет ушку. Если вы ее заберете, вы посмотрите, какое она удовольствие. Ни капли раздражения, какое она удовольствие доставляет. Если у вас кошки и привитые собаки, она не будет вам, не создаст никаких проблем. Про нападение собак. Наши коллеги один такой фейк разоблачили. Удалось ли любителей таких роликов наказать? Что такое? Что? Что? Тоша, не надо, не обижай. А ты, Варя, пошла их разнимать. Они еще между собой могут в догонялке устроить, а собака идет их воспитывать. Да, хорошая ты моя. Да, фейки. Что-то говорят, что хотят ввести какой-то закон. Ой, слово закон в нашей стране вообще лучше не произносить. Ну, типа а-ля закон, наказывающий за такие лживые какая-то пропаганда. Да-да, это разжигает такую вот ненависть к собакам еще больше. Уже дальше больше некуда. Вы далеко, да? Да, если далеко не подходит. 30 кошек. Да, она лежит на лежаночке и лежит на лежаночке. Косточку дали, погрызла косточку. Ну, в общем, так. Все, друзья, давайте. Всего вам доброго. Без 15:09 уже опять у нас более 1,5 часов прошло. Все, всем спасибо. Всем, друзья, до свидания и до новых встреч. Будем очень рады и нуждаемся в помощи. Если мы найдем передержку, которая будет дорогая, она будет стоить 20 тысяч. Кто готов, просто хотя бы напишите мне на WhatsApp. А сколько проживет, не знаю. У вас 2 часа ночи, да, у нас 9 часов вечера. Понятно. Все, друзья, все, всем до свидания, всем спасибо. Спасибо. Всего доброго. Ну что, гаврики? Варь, пойдем гулять? Варюш, что ты хочешь? Не приставай. Да что такое, мой золотой? Что, мой золотой? Поросенок ты мой, поросенок. Что? Что, мой золотой? Смотришь на меня своими преданными глазами. Сейчас пойдем, малыш, сейчас пойдем. Так, надеюсь, мы уже все отключаемся, да?
Что ты скулишь, моя красота? Что ты скулишь? Гулять хочешь? Варюша. Варюша, ты моя птичка. Ты моя птичка. Птичка. Птичка.